после трудового рабочего дня или скорее после тяжелой рабочей недели, в выходные дни у себя дома хочется полюбоваться своим садом, подышать свежим воздухом, расслабиться. Где это сделать, как не в беседке, особенно сделанной своими руками. А если эта беседка представляет собой еще и домашний музей, отдыхать здесь вдвойне приятней. Именно такую беседку-музей сделал наш сегодняшний герой Аббас Идигов. С Аббасом мы с вами встречались и ранее. Года 2 назад мы узнали его как мастера по изготовлению конных экипажей. Казалось бы, изготовление фургонов ушло в прошлое, если бы не такие мастера, как Аббас. Производство таких изделий, несмотря на все свои прелести, хлеб не из легких. Кроме того, любовь к экипажам еще свидетельствует о том, что человек знает толк в старинных, изысканных вещах и умеет ценить их. Наверное, поэтому наш герой лет 30, а то и больше назад, купил старый кувшин, так сказать, антиквариат, и хранил его у себя дома. Его хотели разрезать пополам на антенну. Я купил, подарил антенну, отдал, еще деньги дал, только чтобы его не разрезать. А этот кувшин у меня уже почти 30 лет. Вот это была первая моя вещь. И то даже я почему на нее внимание обратил, у моего деда были 2 таких кувшина. Но, к сожалению, я, конечно, их не сохранил. Тогда еще был молодой. Вот оттуда у меня любовь к этим кувшинам тоже осталась. Наверное, в таких случаях говорят, одно другому не мешает. В этом случае скорее дополняет. Сегодня мы не будем вновь рассказывать о мастере конных экипажей. Сегодня мы познакомимся с мастером корнепластики, ландшафтного дизайна, художником. Одним словом, с творческим человеком. Итак, вернемся в беседку. Беседки, расположенные во дворе, очень популярны в наше время. Здесь вы можете выпить чашечку кофе с утра, побыть наедине с самим собой, отдохнуть с друзьями или просто провести время с семьей. В итоге беседка становится неотъемлемой частью вашего дома, и свое существование без нее вы не можете себе даже представить. При первом знакомстве с Аббасом не было и намека на построение такой беседки, но уже тогда у него имелось несколько старинных вещей. Но у меня вот эта стена еще продолжается около 20 метров. Я думаю, что мне удастся заполнить вот эту стену, и тогда уже можно будет назвать музеем. Если задуматься, то старые вещи только называются старыми. На самом деле они очень стильные. Вы представьте себе свой интерьер дома, обставленный предметами старины. Это ведь та теплота, которая просто не имеет себе цену. И ведь мы даже не подозреваем, что красота каждого предмета прошла самую неподкупную и строжайшую проверку у судьи времени. Ну вот это моя коллекция не самая большая, если сравнить с теми, которые вот люди собирали, по телевизору показывают, да. И вот то, что я собрал, я кроме этого кувшина даже ничего не купил. Все мне приносят знакомые, соседи, родственники. Вот мой сосед Баудин. Вот этот тазик тоже он мне подарил. Еще там на улице есть кое-какие вещи, которые он мне принес. Вот корзина тоже он мне принес. Примерно, даже если я затрудняюсь сказать, минимум 70-80 лет ей, как минимум. А то может и больше. Вот в этом ценность. Ценность еще в том, что это чистая медь. Вот. А то, что антиквар, это уже понятное дело. Так, некоторые вот вещи я даже, когда мне попадаются одинаковые 2 вещи, есть такие же любители, с которыми я обмениваюсь. Они тоже мне дают, если 2 одинаково попадаются, мы с ними меняемся. Большинство вот эти вещи тогдашнего домашнего обихода, да, ими пользовались не только наши предки, часть, например, моего детства тоже они захватили. Вот примерно взять вон ту лампу, которая висит. В детстве я ее очень даже хорошо помню, даже у меня было такое любимое занятие. Каждый вечер, когда мать зажигала эту лампу, минут 10-15 посидеть и поглядеть на этот огонь. И потом, когда в дом приходишь, по этой лампе оценивали чистоплотность хозяйки. Если стекло чистое, да еще сверху бумажный колпак одетый, да, вот уже говорили, ага, она, значит, аккуратная хозяйка.
маслобойка ручная тех времен. Сюда заливали сметану, и вот такими движениями работали. Вот из нее получалось масло. Вот это сепаратор тоже. Как минимум больше 30 лет этому сепаратору. Я еще помню с тех времен, как сюда приехал. Вот эти самовары тоже мне подарили родственники. Эти ложки я сделал, кроме этой, все остальные ложки я сделал сам. Я тоже также затрудняюсь сказать, сколько лет будет этой ложке. Она очень старая. Тоже, кстати, сосед подарил. Напротив живет. Но люди знают, что я вот интересуюсь, занимаюсь этими вещами, и что им попадается, они мне приносят. Но это уже корнепластика, это уже моя работа личная. Вот это вот маленький ландшафт я сделал тоже, используя тоже корнепластику. Старинные предметы могут рассказать нам о многих событиях прошедших веков, и мы как будто окунемся в старину, в те самые забытые времена. Я про него знаю немножко такую любопытную вещь. Оказывается, в качестве приданого каждая девушка, когда в старину выходила замуж, должна была взять вот эту вещь с собой. Но по тем временам, видимо, получается, что это было дорогое удовольствие. И говорят, девушки иногда год, два, а то и 3 сидели. Вот в ожидании, чтобы собрать средства на этот тазик. Какой Войнахский музей можно считать полноценным, если в нем не висит вот такой войлочный ковер? Здесь в селе живет мой родственник, которому уже под 80. Вот мать его до выселения, но перед самым выселением, оказывается, начала делать вот этот войлочный ковер, но не успела доделать. Вот тут видно, что она не успела доделать. Вот это вот, как и везде сделали окантовку, здесь ее нету. Она просто не успела доделать, как был, свернула его, вместе с этим ковром они уехали в Казахстан. Этот ковер вернулся с Казахстана. Ему уже 75 лет, этому ковру, по его рассказу. Иногда старина в умелых руках Аббаза превращается в современную вещь, но при этом сохраняет свой первоначальный вид. Я его переделал электрически, чтобы немножко тускловато горел, маленькую лампочку поставил. Этот комплекс печей здесь сделан не только для поддержания старинного стиля или для красоты. Ими хозяева беседки время от времени пользуются, как вот сегодня. Я всегда помнил, как моя мать эти печи. У нее целый комплекс был. Но, правда, они выглядели немножко иначе, там, из кирпича, из самана, побеленные. И вот у нее обязательно 2-3 печи разного калибра бывали. Это в детстве было, даже вот в более поздние годы тоже я хорошо помню, и они мне всегда нравились. И поэтому я решил сделать, ну, немножко, как по своим способностям взял вот так вот. Сделал. И потом, любое время, вот иногда бывает, света нет, газа нет, пожалуйста, никаких проблем. Уже отговорок не будет, если гости придут, что газа нет. Вот у меня сестра живет в Греции, она, говорят, греки только в крайнем случае готовят еду на газу. А так постоянно у них вот такие комплексы бывают печные, все они готовят на открытом огне. Это очень полезно. И вкусно, и полезно, да. Такая беседка принесет вам и вашим близким ощущение комфорта и уюта. Только представьте себе, как вы в летний жаркий день укрываете себя в тени садовой беседки и наслаждаетесь тенью и прохладой. Или в период осенних затяжных дождей. Как приятно сидеть перед камином, теперь уже наслаждаясь теплом огня. Беседка под старину – своего рода визитная карточка хозяина дома, подчеркивающая его радушие и гостеприимство. يا حبيش دي صدق صوت وصمك وتحوا مهتي جسون سنويس شنداش فيخس إذا شيء شيء مولوش إذا شيء هامي أصلا آخر شيء خي شيء ملي هنز وين أهل خمشتي عشان داش حاج بخش لو حملي إذا عليها دنك إز دندري
Асфанихи должда. А я хамакачинги сразу хачва сакхалсун. Сейн хачва метигесун, сум хачва вир. Вашакитач. Я хам дуцох. Избол чобох мабас. Хат избол беш каждый чумш твой станю цевой бад мштапас. Знах кезг мби избел каждыш. Так да рахаса ужо хамха ити. Атани хабаги тнах dah хамдас аидиш dah хамдас. Шо хабал пейда бутса. Хос хамдас. Дизиш das, всем нам, мы дизиш хамдакс. Так, аз цеди, начал цедиш, не двач худакс худить. Алам около знах, габак дейтас. Масин хадиш, да дох хамду околер, хос хамдак околер. А вот эта оригинальная мебель, стол и стулья, творения рук нашего героя, писались в созданный им старинный быт. А ножки этого стола я тоже ездил в лес, там их нарезал. А вот это обыкновенные вот отходы с этого деревообрабатывающего цеха я привез. Вот эти доски, горбыли. Эти вот скамейку тоже самое сделал. Вот эти вот в стиле, в войнавском стиле, трехножки стулья. 2 стула сделал тоже. А за беседкой открывается вот такой своеобразный вид. Искусство превращать безликие дворы в истинное чудо носит красивое название «ландшафтный дизайн». Ну, это уже можно считать законченным вариантом. Просто у меня в перспективе там есть план вот здесь вот сделать небольшой бассейнчик. А так в основном здесь все закончено. Вписался в дизайн и вот этот точильный станок. Ну, вот это вот точильный агрегат, которым пользовались наши предки. Вот это, я не знаю, как они этот камень изготовили, он или природный, или еще как. Но действительно, это настоящий камень, которым они когда-то пользовались. Вот это все остальное, конечно, я восстановил, и мне подсказал, как это надо сделать, как оно выглядело раньше. Вот мой сосед Баудин, и мы вдвоем с ним, короче, взяли, сделали, вот сюда заливают воду, чтобы во время вращения камень был мокрый. Вот на этом они топоры точили, кинжалы точили, правили на них тоже. А вы пользуетесь этой И даже я пользуюсь, потому что эффект хороший бывает. Обычно я пользуюсь электрическим станком, и вот последнюю стадию я вот выполняю на ней. И очень хороший эффект, да. И здесь причем нет ни куска металла, ни даже одного гвоздя. Все, гвозди тоже деревянные, вот они. Смазываю вот эти через эти отверстия. Ручка вот эта деревянная. В наше время раритетные предметы очень модно собирать и коллекционировать. Но для нашего героя это не дань уважения моде. Некоторые элементы старинного быта иметь у меня всегда было желание. Но тогда, прямо скажем, таких возможностей не было. Как-то даже все вот эти предметы тогдашнего пользования, они до нашего времени дошли не в очень хорошем состоянии, такие потускневшие, ржавые, побитые. И вот когда молодежи показываешь вот это все, говоришь, вот так жили наши предки, этими они пользовались. У них представление такое тоже, как будто, что вся их жизнь тоже была такая, вот, невзрачная. И вот мне хотелось, чтобы они эту жизнь увидели иначе. Я их не просто беру и выставляю, по мере возможности начинаю реставрировать, чтобы вернуть им прежнюю красоту, там, блеск. И вот с этой целью я вот собирал их, детям показывал, потом соседям показываю, кто придет, всем показываю. И самое, что приятно, молодежь уже интересуется. Приходят, смотрят, фотографируют, потом уже смотришь, эти фотографии даже в интернете появляются. Уже хорошие подвижки. Вот так у меня желание появилось, чтобы другим показать. Сам-то я со всем этим был знаком. Как мы ранее говорили, наш герой увлекается корнепластикой. У любого изделия, выполненного в стиле корнепластики, 2 автора – природа и человек. Вот и сегодня из исходного материала, созданной природой, Аббас формирует конкретное изделие. Ну, вот этот материал я вот заготовку
буквально вот на днях из леса привез. Правда, вот эти заготовки под корнепластику лучше заготавливать весной, когда у них сок побольше. А вот в это время, тем более вот такое засушливое лето было, эту кору буквально приходится с него сдирать. Вот мы из него сейчас сделаем декор для этой цветочницы, чтобы сюда можно было поставить горшок. Сейчас вот это все лишнее я уберу. Вот этот своеобразный культиватор тоже сделал сам Аббас. Правда, придумал его не он. Супер-лопата или чудо-лопата, называйте как хотите. Но эта вещь очень полезная, нужная в хозяйстве. Изобретение это не мое. Я его с интернета слямзил, но сделал, изготовил сам. И очень даже вот удивлен, насколько это удобный, легкий инструмент. Никогда бы вот простой лопатой я не взялся вскапывать этот огород, тем более с моей поясницы. А с этим, пожалуйста, одно удовольствие копать. И главное, потом не равнять не надо, не мельчить, ничего не надо. Да, и быстро, удобно. Даже если бы я сделал захват немножко пошире, можно было бы, и не сложно было бы его копать. Захват был бы большой. Но я подумал, может, не потяну, и взял узкий его сделал. Но я его потом переделаю. Вот. Вся нагрузка, вот, которую получаешь, вот только руками туда-сюда двигаешь, все. Так что рекомендую тем, кто занимается огородом. Вот такой разносторонний и уникальный человек наш герой Аббас Диков. Кто окунулся хоть однажды в мир старины, кого волнует древности, вряд ли откажется от идеи собирательства. По мере возможности буду продолжать, потому что это уже даже немножко, можно сказать, болезнь. Как уже сам признался Аббас, на достигнутом он не остановится. Будет удивлять друзей, знакомых новыми изделиями, коллекциями, своими увлечениями. И мы с ним не раз еще встретимся.